Телефоны на Android делают многие производители, но только не Google. До сегодня. Это Google Pixel. И скажу без предисловий, это самый лучший телефон на Android. Окей, Google создал мобильный телефон. Что это значит? А это значит, что теперь мы получаем представление о том, к чему стремится Google, когда делает железо. И мы видим, что их цель — это создание простого и доступного телефона. Сегодня все производители тяготеют к работе со стеклом и железом, но подход Google, он более прост и утилитарен. Телефон доступен в двух версиях, 5 и 5,5 дюймов. Он прекрасно лежит в руке, хотя и на первый взгляд немного толще, чем хотелось бы. Верхняя часть задней панели выполнена из стекла, что, по всей видимости, помогает с приемом радиосигнала. Сенсор отпечатка пальцев также находится сзади, что я считаю наиболее выгодным его расположением. За исключением того, что его приходится иногда поднимать со стола. Внизу находится спикер, он всего один, но он достаточно громкий. Внизу находится разъем USB-C, а сверху какая неожиданность 3,5 мм разъем для наушников. В целом, телефон не производит впечатления хай-тека, как, например, Samsung. Это просто телефон. По ощущениям, он скорее напоминает вот этот телефон, iPhone. Как я уже говорил, Google постарался сделать телефон знакомым. Телефон очень мощный. Сразу чувствуется, что Google постарался сделать его настоящим флагманом. Процессор Snapdragon 821, 4 гигабайта оперативки, и постоянная память идет в двух вариантах. 32 гигабайта и 128 гигабайт. Для экрана используется OLED-матрица, что означает высококачественную цветопередачу и действительно черные цвета. Абсолютно никаких тормозов. Это, пожалуй, самый быстрый телефон, который я держал в руках. И приятно, что по производительности версия с 5-дюймовым экраном ничуть не уступает своему большему собрату. Поскольку Google контролирует не только аппаратную часть, но и железо, им удалось оптимизировать ряд жизненно важных параметров. Например, длительность работы от одного заряда батареи. Оно просто колоссально. Телефон работает как минимум на 2 часа дольше, чем у меня когда-либо работал iPhone или Nexus. $649 за версию с меньшей диагональю и $869 за топовую комплектацию. Хотя это премиум смартфон, но не является каким-то ювелирным украшением или чем-то еще. Это просто телефон. Это телефон, который пользователи действительно будут использовать. Единственный недочет в моих глазах — это отсутствие влагозащиты. Одним из ключевых факторов, сподвигнувших Google на то, чтобы заняться железом, это являлся контроль между взаимодействием программы и аппаратуры. Так вот, самой выдающейся программой на данном устройстве является Google Ассистент. Идея сама по себе не нова. Так же, как и с Siri на iPhone, вы просто нажимаете кнопку и начинаете говорить. Интерфейс напоминает окно чата, поскольку Google постарался сделать это приятной беседой. Программа понимает весь обычный набор: узнать погоду, написать смс-ку, добавить события в календарь. Но что новое, так это ее способность следовать за логикой разговора и помнить все, о чем вы говорили раньше. Когда следующая игра у викингов? Викинги играют с Eagles 23 октября в час дня. Кто у них квотербек? Тедди Бриджуотер, Сэм Брэдфорд и другие являются защитниками в команде Миннесота Викингс. Программа также понимает, что сейчас у вас на экране. Кто играет в этом сериале? В сериале «Остановись и гори» играет Ли Пейс. Покажи мне его фотографии. Вот несколько фотографий Ли Пейс. Ассистент может открывать некоторые приложения, такие как, например, Spotify, но пока их немного. Ожидаем большего к концу года. Ну и как любой ассистент, даже живой, Google Ассистент иногда начинает тупить. Когда следующие президентские дебаты? Третий этап президентских дебатов состоится в среду, 19 октября. Добавь это в мое расписание. Когда состоится событие? Ты только что сама сказала, когда. Извините, на какое время добавлять события? Не слишком-то ты и умна, правда? Да, Google Ассистенту еще есть куда расти, но, пожалуй, это лучшее решение на сегодняшний день, которое есть на рынке. Упоминание заслуживает и некоторые другие моменты. Например, круглые иконки или нижний свайп, который дает на экране список всех приложений. По долгому нажатию появляется контекстное меню по работе с приложением. Приятным моментом также является круглосуточная техподдержка по чату или по телефону, но наиболее благотворная работа над железом сказалась на камере.
Конечно, Google утверждает, что эта камера самая лучшая. Я не уверен прям настолько, но камера действительно неплохая. Камеры в 12 мегапикселей вполне достаточно для того, чтобы снимать в низком освещении. Автофокус работает как на фронтальной камере, так и на основной, где используется лазерный автофокус. Иногда сказывается отсутствие оптической стабилизации, и люди с дрожащими руками типа меня не всегда могут снять хороший снимок. Но тем не менее, фотографии говорят сами за себя. Я впечатлен. Во-первых, камера чертовски быстрая. По умолчанию она работает в режиме HDR, что обычно очень замедляет работу камер на Android. Но только не на пикселе. Он работает очень быстро, и фотки получаются замечательные, их сразу можно публиковать. На мой взгляд, iPhone 7 дает более реалистичные снимки. На самом деле эти различия проявляются не в качестве фотоснимков, а в личных предпочтениях каждого. Но однозначно камера Pixel, iPhone 7 и Galaxy S7 это камеры одного класса. Видеокамера имеет электронную стабилизацию, поскольку она связана с гироскопом. Поэтому, если я снимаю видео, например, на ходу, то итоговый результат все равно получается очень и очень стабильным. И на закуску, все, что вы снимаете на камеру, заливается на облако и хранится там бесплатно, без ограничения по времени и в полном разрешении. Первый телефон, сделанный Google. Мы видим хорошее аппаратное обеспечение, умного ассистента и очень приличную камеру. А значит, телефона на Android лучше просто нет. И что интересно, это только начало. Google только выходит на ринг, чтобы начать свой бой. Это телефон, который будет продаваться в любом магазине электроники и очень активно раскручиваться. Это, пожалуй, первый настолько яркий и активный выпад Google в сторону Apple. Конечно, Google скажет, что это только начало, что битва будет долгой. Да, в этом они правы. Безусловно, это не нокаут. Но нокаута нету и с другой стороны. Pixel идет на равных с iPhone и не собирается уступать. Как для первого раза, ошеломляющий результат.